16 марта на территории старой части города Гагра неизвестные лица произвели отстрел бездомных собак, которые были привиты и стерилизованы силами волонтеров благотворительного фонда «Багира». 7 раненых собак волонтерам удалось вывести в ветклинике России. Одну из них не удалось спасти. По случаю жестокого убийства животных зоозащитники страны и волонтеры фондов по защите животных «Багира» и «Надежда» выразили свое недовольство. По мнению многих, к такому вопиющему факту привело безответственное отношение хозяев животных, выброшенных на улицу. 16 марта где-то в 11 часов дня мне поступила информация о том, что здесь произошел отстрел собак. Отстрел собак бракованных вот в парке от района Абата до 2-й школы. Может быть, отстрел проходил на одной территории, но раненые собаки, они лежали по всей трассе вдоль дорог. Естественно, мы не могли на это не реагировать. Мы приехали сюда. На место были вызваны сразу правоохранительные органы, за что им огромное спасибо. Они пришли и в тот же день приняли заявление. Мы возмущены, конечно, этим фактом, потому что это немалый труд волонтеров. Дело в том, что в основном были отстреляны привитые и чипированные собаки. Наверное, в соцсетях все видели, в каком они состоянии были, как мы их забирали, и с номерным знаком на ушке. Вот это больше всего нас и возмутило. Я считаю, что на самом деле убийство человека, животного, любого существа – это причина всего, что происходит сейчас в мире. Это причина всех войн, это причина всех убийств, это причина всех катастроф. Даже когда скапливается огромное количество злости в каком-то районе, там происходят какие-то катаклизмы. Почему? Потому что эта негативная энергия выходит вовне. Бог нас всех создал такими, какие мы есть. Мы все здесь имеем право на жизнь, мы все что-то здесь проходим. Поэтому нельзя ли просто стерилизовать этих собак, и чтобы животные просто жили и отрабатывали что-то свое. Вообще законы Вселенной, законы мироздания, законы нашего мира. Что мы посылаем в мир, то и получаем. Есть такое выражение – это родовая карма. Вы знаете, что за ваши грехи, за ваши поступки будут отвечать ваши дети, ваши близкие. Зачем вы это делаете? Почему у людей нет милосердия? Почему нет доброты? Люди, подумайте, что вы бы хотели, чтобы с вами так поступили. Тогда не посылайте в мир то, что вы не хотите, чтобы с вами поступили так. И вообще материальная жизнь, как некоторые думают, вот духовная, я сейчас зайду в церковь, я сейчас там свечки поставлю и помолюсь, и все нормально. Но жизнь это и есть духовный путь каждого человека. И если люди не образумятся, если не перестанут делать такую злость и пакость, и вообще это просто грехи огромные, то мир просто зальется кровью. Пожалуйста, задумайтесь о нашем будущем, о наших детях. Какое мы им наследство оставим после этого? Ведь все это все есть, и от этого никуда не денешься. Чем лучше ты живешь, чем ты осознаннее живешь, думаешь, о чем ты думаешь о своих поступках, тем лучше будет жизнь твоя и твоих детей. Я не спорю с тем фактом, что у нас стоит острый вопрос и решение проблемы бездомных животных в Абхазии, который в массовом эквиваленте во всех городах Абхазии. Но решать этот вопрос автоматной очередью, вы знаете, это из ряда вон выходящих. Эту проблему нужно решать в социальном обществе. Именно там кроится эта проблема. То есть пока не завершится цикл, когда люди бросают своих питомцев посреди улицы, то этот вопрос не будет решен. У нас делится общество на 2 категории: граждане, которые любят животных, и граждане, которые просто относятся к животным как к бытовому мусору. Именно вот из-за такой категории у нас вот такая вот динамика во всех городах Абхазии. Но решать массовым расстрелом, это, вы знаете, как минимум акт вандализма, и как максимум это проявление бесчеловечности, бескультуры. И так решать эти вопросы ни в коем случае нельзя. Абсолютно. Я бы хотела, если мы говорим о бездомных собаках, сказать о первопричине появления таких собак. На это никто не обращает внимания. Хозяева выпускают собак на самовыгул, бросают их на берегу. Вот у нас живой пример: собака по кличке Джессика. Рядом со мной стоит. Ее хозяин оставил на берегу еще в октябре месяце. С тех пор она бродит по берегу. Голодная, холодная, всю зиму. Родила щенков. Щенки погибли. Одного переехала машина, мы его вынуждены были усыпить. Я обращаюсь к нашим гражданам. Пожалуйста,
Вы все время говорите, собака должна рожать, собака грех стерилить собаку, а не грех выбрасывать и обрекать детей вот этой собаки, должна рожащей, на смерть, на голодную, мучительную, холодную смерть. Правильно предыдущая девочка сказала, что все в мире взаимосвязано. Чем больше вы, ребята, творите зла, тем больше зло вам возвращается. А сейчас вот прошу показать эту собаку. Мы разыскиваем хозяина. Он хозяин катеров на берегу на кемпинге. Последний раз мы ее забрали на веранде на причале. Она прошла весь город, голодная, холодная. Пока мы за ней присматриваем. Мы знаем и телефон, и имя хозяина. Называть тоже пока не хотим, чтобы вся Гагра знала, вся Абхазия знала. Если в ближайшее время он не приедет и не определится, мы будем обнародовать. И будем обращаться в правоохранительные органы, значит, будем писать заявление. Вот это вот невозможно смотреть. Ведь она родит не менее 12 щенков. И где они будут? Будут опять на улицах. Кто выживет, станет голодным, злым, и опять начнутся отстрелы. Люди сами виноваты в том, что плодят бездомных животных. Сами. Когда вы это поймете? Я бы хотела сказать о том, что происходит в Пицунде. Когда-то, несколько лет назад, у нас на уровне администрации всех городов Абхазии было принято решение о запрете отстрела собак уличных. Но, к сожалению, негласно все это продолжается. Вот, я занимаюсь в Пицунде вот также стерилизацией уличных собак, пристройством их щенков, если они появляются, и так далее. На протяжении нескольких лет мы вдвоем с еще одной пожилой женщиной занимаемся этим. Но, к сожалению, собаки продолжают пропадать. К этому не причастна администрация Пицунды совершенно точно, но есть некоторые частные лица, которые считают возможным производить уничтожение вот этих собак. Причем я совершенно точно знаю, кто у нас в Пицунде это делает. Он сам мне звонил по другому вопросу, абсолютно не стесняется того, что он говорит, что да, вот я взял ружье и застрелил, потому что не хочу, чтобы они жили. Не знаю, проблему эту надо как-то решать. Все это делается якобы для отдыхающих. А вы спросите любого отдыхающего, он доволен или недоволен ситуацией с бездомными животными у нас. Наоборот, отдыхающие переживают, что у нас так много собак, и их тут все гоняют. Никто не боится, наоборот, все очень сочувствуют. И очень много собак у нас отдыхающие забирают, кстати. Вот от лица волонтеров, что я хочу сказать и от себя лично. Помимо моей любви к животным, я еще очень люблю свою страну и являюсь патриотом своей страны. Название моей страны переводится как «страна души». И, конечно же, все волонтеры прилагают очень много усилий, чтобы этот перевод как-то соответствовал на деле этому. Очень много времени все волонтеры стараются решить проблему нашей страны. Вы знаете, если мы не будем помогать друг другу, если мы не будем решать все проблемы, то, конечно, о хорошей жизни, о развитии нашего государства можно и не мечтать. Нельзя считать одну проблему важнее другой. То есть все проблемы, которые существуют в нашей стране, это наши проблемы. И, конечно же, я не хочу, чтобы в моей стране подпитывалась жестокость, да, вот как-то вскармливалась вот эта безответственность. То есть если мы не будем растить своих детей, приучать людей к жалости, к состраданию, к ответственности, то хорошего будущего нам не ждать, это точно. К сожалению, в Сухуми тоже происходят странные вещи, причем администрация города Сухум также не имеет к этому отношения. Происходят такие случаи, что стерилизованные, привитые животные с бирками, с ошейниками просто пропадают. Мы обращались в администрацию, администрация сама ищет этих людей, которые причастны к этому. Но, к сожалению, эта проблема не только в городе Сухум, как мы видим, и в Гагре тоже. Но мы отступать не собираемся. С 2018 года в парламенте лежит закон о защите животных, и сейчас мы будем снова направлять сюда обращение. И мы надеемся, что в ближайшую сессию депутаты вынесут его на рассмотрение, и мы будем биться до конца, пока этот закон не будет принят. Я хочу попросить всех граждан Абхазии перестать выбрасывать щенков, котят на мусорке, потому что по дороге в Сухум просто на каждой мусорке можно остановиться и увидеть там стаю этих несчастных животных. Избавившись, как вам кажется, от этой проблемы, вы создаете намного больше проблем тем,
кто пытается как-то справиться с этой проблемой, помочь животным. То есть выбросив их на мусорку, их меньше точно не станет. И также на трассы выбрасывают, чтобы их переехали. Это не дело. Нужно стерилизовать своих собак и кошек, чтобы они не плодились. Один раз, я считаю, можно потратить энную сумму денег на то, чтобы твоя собака или кошка больше не плодилась. И тогда вы поможете абсолютно всем, кто живет в Абхазии. Не будет такого беспредела, я считаю. Мы, как подрастающее поколение, пытаемся изменить нашу республику Абхазию в лучшую сторону, поскольку собак меньше не становится, мы боремся со всем этим. То есть мы призываем действительно людей к стерилизации животных, а также мы хотим, чтобы люди платили штрафы за выброшенное животное. И все. То есть мы призываем к штрафам. Мы очень просим, чтобы были внесены штрафы. Стерилизация животного, то есть собаки, стоит 5000. На сегодняшний день эта сумма неподъемная как для хозяйских, так и тем более для волонтеров. Мы волонтеры, которые стерилизуем за счет собственных средств, а также за счет средств, которые нам присылают неравнодушные люди, стерилизуем всех уличных собак, а какие-то люди просто берут их и расстреливают. Так вот, я хотела бы попросить, чтобы государство обратило внимание на государственные клиники, чтобы они по возможности обеспечили хотя бы какие-то лекарственные препараты, да, чтобы люди могли стерилизовать свое животное по какой-то льготной, доступной цене, ну, либо бесплатно, чтобы не было вот такого вот количества животных, которые потом нам, волонтерам, непосильно спасать, разгребать, то есть... Это тоже такая существенная проблема, которую мы хотели бы, чтобы вы помогли нам решить. Спасибо. По данному факту районным управлением внутренних дел проводится доследственная проверка. 16 числа к нам обратилась Саида Отерба по факту того, что кто-то незаконно на территории Гагарского района отстреливал собак. По этому факту было принято заявление от гражданки Отерба. В данное время ведется доследственная проверка по выявлению лиц, совершивших данное деяние. Проверяются все видеокамеры на момент, которые работали. Также практически нами были все опрошены ближайшие и работники парка, и ближайшие жители, которые здесь проживают. То есть пока ведется проверка. Также любой гражданин, который имеет какую-либо информацию по данному происшествию, в любое время может обратиться к нам, в милицию, в управление внутренних дел. Также есть у нас телефон доверия, на который можно сообщить данную информацию. По словам руководителя благотворительного фонда по защите животных Багира Саида Отерба, в приюте ТОПа, расположенном в селе Сальма, на сегодняшний день содержатся 462 собаки, хотя вольеры предназначены на 100 животных. При содействии администрации Гагарского района в ближайшее время в приюте будут установлены дополнительные вольеры на 70 собак.